песни из кинематографа, дебютные исполнения ингушских артистов, эстрады и множество гостей, знаменитых в мире кино. Все это ждет зрителей 4-го по счету международного кинофестиваля «Золотая башня». Торжественное открытие запланировано на завтра. Для репетиции осталось не так много времени, поэтому для артистов дорога каждая минута. Организаторы обещают, что праздник открытия фестиваля будет таким же захватывающим, как и хорошее кино. Самый главный гвоздь, самый наш главный сюрприз – это Владимир Гостюхин, который приедет прямо из Беларуси, летит к нам сюда и будет у нас на открытии фестиваля. На следующий день приедет в Малгобек, тоже на концерт. У нас будет здесь народный артист Юрий Чернов, у нас будет здесь прекрасная исполнительница, звезда нашей эстрады, которая когда-то исполняла «Америку разлучницу», это Ирина Шведова. И вот еще одна звезда, это тоже один сюрприз. Приедет самая сейчас популярнейшая артистка театра и кино, мюзикла всех, Анастасия Макеева, которая завтра будет вести вместе со мной, будет вести открытие этого фестиваля. Кинофестиваль «Золотая башня» проводится с 2014 года. Если в прошлом году в нем было представлено до 20 кинолент, то в этом году их число достигло 50. Причем растет не только масштаб кинофестиваля, но и география участников. В конкурсной программе заявлены фильмы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это Грузия, Украина, Турция, Германия, Венгрия, Китай и Таиланд. Вижу цифру 4 и не верю в это. Почему? Потому что 2 года мы обсуждали возможность начала такого фестиваля, открыть такого фестиваля в Ингушетии. И в силу разных обстоятельств, так как на Кавказе не было ни одного фестиваля до этого, были когда-то там. Вот. Как так складывалось, что не получалось. А сегодня уже 4-й фестиваль, международный фестиваль. В этом году на фестивале фильмы 15 стран, ближнего и дальнего зарубежного. Главный приз кинофестиваля – символическая золотая статуэтка Ингушской башни, которая будет вручаться победителям в различных номинациях фестиваля. От ингушских авторов в конкурсе заявлено 7 кинолент, в том числе от нашей телерадиокомпании. Фильмы интересные, тематика тоже очень интересная, разнообразная, о войне, о мире, о любви, о жизни. В общем, очень интересное кино, советую всем посетить. Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится в Назрановском доме культуры ровно в 15 часов. Кинопоказы пройдут с завтрашнего утра до 28 октября. Площадки бесплатных кинопоказов расположены в Нестеровском дворце культуры, в Центре культурного развития Магаса, а также в кинотеатрах «Дружба» и «Киностар» Назрани. Залина Магушкова, Магомед Урусханов, Новости 24.